Полиция Коми тем временем борется за целостность кошельков граждан. С начала года на уловки финансовых аферистов, увы, попались более 2500 человек. Мошенники, которые обманным путем овладевают чужими деньгами, чаще всего орудуют по телефону или в интернете. Особо уязвимы из-за пандемии предприниматели, чей бизнес испытывает кризис спроса. Владельцы хватаются буквально за каждое предложение о сотрудничестве, что злоумышленникам на руку. В деталях о проблеме Евгения Кладкевич. Даниил Литвин, сыктывкарский предприниматель, занимается организацией общественного питания. Некая строительная фирма предложила организовать обеды для 60 сотрудников. Проблема возникла, когда компания запросила сертификат аудиторской проверки, которого у Даниила не оказалось. Нужную экспертизу тут же предложили делать у конкретного ИП. И, разумеется, не бесплатно. Даниил заплатил за нее 39 тысяч рублей. Ну вот это то самое свидетельство, в котором есть некие пункты, то есть соблюдение Гражданского кодекса, различных статей о том, что мы не являемся банкротами, компания действует на территории Российской Федерации, что у нас нет задолженности перед налоговой, ну и там другие более мелкие пункты. Что касаемо вот этого самого свидетельства, я за него торговался, потому что изначальная сумма была 60 тысяч. Никакая экспертиза, разумеется, не состоялась. ИП испарилась. Позже правоохранительные органы отметили, Даниил далеко не первая жертва такого обмана. Главная проблема, что после оплаты за якобы предстоящую работу ИПшники либо меняют название и место расположения, либо вообще самоликвидируются. Просто меняется название, суть дела та же. Открывается ИП, проводится данная услуга, после чего это ИП либо ликвидируется, либо переводится под другую форму по норме АКВЭДа. То есть этими услугами они больше не занимаются. Впрочем, активнее всего мошенничество развито в интернете. Каждая четвертая связана с IT. В 2020-м количество таких обманов по стране увеличилось практически вдвое. Так Мария Новикова из Обьячева чуть не потеряла деньги при покупке лошадиного седла. На объявление с желанием о покупке в соцсети откликнулась некая Анна из Оренбургской области. Предложила именно подходящий вариант по всем параметрам, которые нам были необходимы. И мы решили его взять. Подозрение, что она нечестная, не было. После оплаты обманщица перестала выходить на связь, но ее удалось вычислить по банковским операциям. Правоохранители выехали в Оренбургскую область, задержали, допросили, и мошенница во всем созналась. Даже вернула украденные деньги. На сегодняшний день я еженедельно подвожу итоги данной работы. Мы охватываем порядка 3000 граждан, непосредственно с которыми проводилась беседа. Моя задача как руководителя, которую я задачу поставил своим подчиненным, это на одного сотрудника не более 10-15 квартир за вечернее время, для того, чтобы они в первую очередь успели это все обойти. И самое главное – это качество доведения информации. А еще очень популярна схема, когда мошенники используют IP-телефонию. С ее помощью можно легко изменять номер телефона, от чего с просьбой перевести деньги. Вам могут позвонить из банка или больницы, где якобы находится родственник. К слову, так на днях обманули воркутинского пенсионера. Во время звонка мужчина продиктовал данные карты, после чего с его электронного кошелька было списано 200 тысяч рублей. Когда мы говорим об IP-телефонии, здесь есть очень простое правило о том, как это вылечить. Это лечится очень просто. Вы просто-напросто перезваниваете, и все, и вопрос решен. Телефон стал пропуском в цифровой мир. И я вас призываю все-таки свой телефон, вот ваш замечательный гаджет, который у вас есть, смартфон, всегда хранить при себе первое. И второе, не раздавайте подряд всем ваш номер телефона. Специалисты напоминают, чтобы не попасть, как говорится, на деньги, в первую очередь нужно максимально аккуратно относиться к своим персональным данным. Сведения паспорта, номер телефона и уж тем более реквизиты карты никогда никому не сообщать по телефону или в интернете. С развитием технологий развиваются и уловки мошенников, поэтому бдительность и контроль доверчивости должны работать у нас по максимуму. Евгения Кладкевич, телеканал Юрган.